Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Жерла, жерла, дебейтесіз, сізге нейді жыр керек. А сегодня в программе речь пойдет об уникальном ансамбле «Закария». Его участники поют фольклор народов Поволжья. Не только русские и татарские мелодии, но и удмуртские, марийские и чувашские. Мы стараемся нести эту культуру, стараемся заниматься той культурой, к которой мы сами относимся. И все эти экспедиции, которые мы выезжали в Казанской консерватории, тот материал, который мы записали, мы очень горды, что мы вообще ездили в экспедиции, познакомились и с этой практикой. И эти песни, у нас есть и фольклорный ансамбль на Казанской консерватории, но помимо этого, эти песни, которые мы сами записали тоже, мы их поем и в нашем коллективе, потому что они нам очень родные, близки, и хочется, чтобы эти песни слышали не только в каких-то маленьких кругах, не на больших концертах, да, хотим, чтобы о них услышали и побольше людей, чтобы слышали именно песни на разных языках, потому что мы поем песни и на татарском, и на русском языке, на мордовском, на удмуртском, татар разных групп тоже представляем, на марийском поем. И этим мы очень гордимся, что можем эту культуру нести в массы, знакомить этой культурой наших замечательных туристов, которые к нам приезжают. И вы бы видели, как туристы принимают вот эти все традиции, это вообще что-то... Москвичи особенно. Да. Очень много москвичей, кстати, особенно приезжает. заводит их, вот, что меня больше всего удивляло, это народные игры. Вначале, когда мы думали, это не пойдет. Это для Что-то детей. забытое. Это очень там капуста, морковка, еще Банально. что-нибудь, да, воротца, мы побегаем. И тут мы просто однажды оговорились, что у нас в запасе есть игры, может быть, мы поиграем в игры. И тут я вижу, что пожилые мужчины и женщины так Уже готовы встают, встать. говорят, так, какая игра, мы будем играть. Алмаз нам начинает подыгрывать, и как бы система Пошло-поехало. игр народных такая достаточно простая. Музыка остановилась, выбираешь себе действие. И таким образом они были настолько увлечены, что мы понимаем, что программа закончилась, у нас свои дела, нам надо бежать дальше. Да, нас не А отпускают. их не остановишь, игра продолжается. И игры мы очень часто включаем в нашу программу, то есть мы без них вообще сейчас не обходимся. Любая наша программа основана не только на песнях, на танцах, да, но и на игровой культуре. Помимо этого мы рассказываем о наших традиционных костюмах, о своей культуре.
стараемся именно сохранить вот эти старинные элементы, не хотим что-то современное вносить, и считаем, что вот в этом Например, и вся... допустим, если выступаешь на сцене, вот смотришь какие-нибудь госансамбли, они стараются сделать костюм сценичным, пестрым, ярким, чтобы он запоминался. Все Но одинаковые. это их специфика, их коллективы, мы их уважаем, но в нашем ансамбле мы стараемся сохранить традиционный крой и делать из материалов тех, которые использовали наши предки. Например, вот на мне рубаха, вот эту ткань моя бабушка, к сожалению, уже ныне ее нет в живых, она соткала по удмуртским традициям до 18 лет, она должна была наткать себе столько полотна, чтобы на всю жизнь ей хватило на одежду ее мужьям и детям. Но в итоге жизнь повернулась таким образом, что появились мануфактуры, начали выпускать в промышленных масштабах ситец, ткань разную. И вот эта ткань осталась, и даже были мысли, оказывается, у моих родственников, а зачем это нам надо, мы выбросим или сжечь. Да, после смерти человека все его старые вещи сжигаются. В итоге я откопал в бабушкином сундуке все это и сказал, ничего подобного. Мы сошьем из этого рубаху, и, как видите, я в ней выступаю, и очень продуктивно. Хотелось бы пару слов сказать о названии нашего коллектива. Наш коллектив называется «Закария». Фольклорно-инструментальный коллектив. Фольклорно-инструментальный коллектив, да. И почему именно это название? Объяснение достаточно простое. Очень много песен у народов Поволжья, в которых используется припевка «Кария за кария». Спрашивали бабушек, что это, откуда это название. Немногие из них могут сказать. Ну, например, удмуртов поют «Кари кума за кария кумая». У нас поется «Кария за кария», да. Где-то используется как детская игра, например, у татар Самарской области. Где-то используется как в танце припевочка. Вот мы решили, что это будет очень объективно объединять наш коллектив. Ана
хотела бы рассказать вам предысторию, как этот коллектив организовался. Это было в 2016 году, в декабре. Позвонили туристы из Ижевска и попросили программу многонациональную. Не знаю, как они на меня вышли. И тогда у нас еще не было коллектива. И мы так подумали, я решила собрать тех ребят, которых я знаю. Это я пригласила Аделю, Алмаза, Пашу, и я сама была. Вот мы четвером, таким небольшим составом, как бы так быстренько придумали программу и выступили перед ними. И тогда как раз у нас возникла такая идея после этого, это уже было вот в феврале. Мы как-то вот общались с удмуртом нашим Пашей и подумали, почему бы нам не организовать вот такой многонациональный коллектив. Подумали, решили, так как мы все студенты, кто-то был студентом в то время еще, выпускники консерватории, подумали, что у нас много тех участников, которые представляют свой народ, свою культуру, и решили организовать вот такой коллектив. Адель у нас башкирка, у нас Алмаз, он татарин, гармонист наш очень замечательный, у нас Кряшенко Татьяна, я уже представилась, меня зовут Лилия, я Мишарка, татарка Мишарка, у нас удмурт Паша, бавлинский удмурт Паша, ну и Маша у нас мордовка, Мокша, да. Вот такой у нас замечательный многонациональный коллектив. И вот буквально в этом году, Амадина, да, Амадина в 18 году, да, мы решили попробовать себя в новом формате. Это был конкурс песен на родных языках. Мы исполнили песню как раз-таки «Кория за Кория» и сделали ее в такой необычной современной обработке, с битбоксом. То есть это получилось очень интересное такое сочетание, которое понравилось всем, кто нас слушал. У нас появились свои поклонники, фанаты, которые нам писали, говорили, что очень крутое вы дело делаете, то есть продолжайте в том же направлении. Ну вот мы работаем теперь и в этом ключе, то есть нам это все интересно. И каждая наша встреча — это бомба. Отдельная, на самом деле, бомба, которая заряжает нас на последующие какие-то свои действия. Но после конкурса Ам-1 нам посчастливилось, я считаю, поучаствовать в сольном концерте Эльмиры Калимуллиной. Она была нашей наставницей. Она была нашей наставницей, и за что ей отдельное спасибо, потому что почувствовать себя на такой большой сцене, в пирамиде, собственно, мы еще там ни разу не выступали, было очень ответственно, интересно, и нам очень понравилось. Всегда боимся транслировать собственную культуру. А ведь мы имеем на это полное право, потому что мы образованные люди, и мы буквально с пеленок в эту культуру впитали, и мы знаем, имеем представление, что это. И отрадно было то, что Эльмира, будучи выпускницей консерватории, она занималась академической музыкой. Пересекалась она, конечно, и с народной музыкой, но как мы увлечены ей, она, наверное, все-таки не была.
но она прониклась этим, и она нам дала такие слова наставления, она нам дала какого-то рода даже пинок. Она нам сказала, что, ребята, вы себя недооцениваете, вам надо двигаться дальше. И вот, наверное, после даже этих слов мы сейчас активно стараемся участвовать везде и просто выйти на сцену и спеть от души то, что у нас накопилось за все это время, пока наш коллектив существует. Я исполнила для вас песню «Етекас». В переводе это означает «семь девушек». Вообще 7 это, как известно, магическое число, и у башкир очень много пересечений с этим числом и вообще с вот этим названием «Жидекас», то есть «Етекас». Есть даже в Башкирии горы, каждый из хребтов которых назван именем девушки, и они тоже называются «Етекас». Эта песня на самом деле очень с трагическим смыслом. Есть такая легенда, то, что в одной деревне началась война, и мужей 7 девушек, вот этих вот, забрали на войну. Мужья их не вернулись, и они, чтобы отомстить, эти 7 девушек пошли, мстить поехали, сели на коней и очень храбро себя вели, достойно, и попали в плен. И когда их враги хотели обесчестить этих девушек, они ничего другого не придумали, как сброситься со скалы и утонули в реке. И поэтому их поступок считается очень храбрым, и о нем слагают легенды. Вот об этом эта песня. Все участники нашего коллектива являются, вот Таня сейчас студентка, а остальные у нас все выпускники Казанской консерватории, именно кафедры татарской музыки и этномузыкологии. И я сама, как выпускница и аспирантка этой кафедры, безмерно благодарна нашим преподавателям, которые вложили в нас все вот эти качества, да, то, что мы стараемся нести эту культуру. Shore
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы была какая-то финансовая поддержка, но, к сожалению, мы такой коллектив, который не прикреплен никакой организации, мы сами по себе, мы свободные, независимые, да. И все то, чем мы занимаемся, мы делаем своим трудом, да, каждый у нас старается ради коллектива. Костюмы мы сами шьем, это, то есть... Каждый сделано своими руками, да. И костюмы тоже у многих из бабушкиных сундуков, многие реконструированные костюмы, то есть шитые по музейным образцам. Коровай крае,